Здравствуйте, Беслан Владимирович. Спасибо, что согласились на интервью с нами. Беслан Владимирович, первый мой вопрос такой. Только что мы пережили первый тур выборов президента Республики Абхазия. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете прошедшие выборы и что для вас в предвыборную кампанию и в сами выборы было сложнее всего? Здравствуйте, Илана. Кампания прошла, в принципе, она прошла спокойно, не считая некоторых эксцессов. Я ожидал, что будет много грязи, скорее всего, но не ожидал, что будет настолько. Меня особо задевает, как ветерана войны, как семью погибших, что нас объявляют все время при каждом удобном и неудобном случае предателей и в продажности Родины. Я всегда говорил, и сейчас говорю, назовите один факт, где Беслан Бигвава и Бадра Гумба продали или предали Родину. Нас еще объявляют в том, что мы бездействовали все эти годы, ничего не делали. Я когда был назначен на должность главы администрации, у нас был бюджет района минус 50 миллионов, отрицательный. Тем не менее, мы нашли средства, обращались к друзьям, к знакомым, которые нам помогли, открывали счета. В город Очамчуру невозможно было заехать. Не было даже элементарного уличного освещения. Мы начали с уличного освещения, начали с того, что благоустраивать набережную нашу городскую, строили спортплощадки, мини-футбольные поля, реконструировали здания, прокладывали где-то не везде, но где нам хватало сил водопроводы, канализацию. То есть работа была определенная, проделанная. И мы не стояли на месте, мы все время двигались. Может быть, не такими гигантскими шагами, но тем не менее все время двигались вперед, приобретали технику, находили специалистов, проводили ряд мероприятий во всех отраслях. Это и по берегоукреплению, и по ремонту мостов. Много-много было работ сделано. Порядка 800 миллионов рублей было вложено в Очамчирский район. На днях мы все были свидетелями того, как был уволен глава СГБ Дмитрий Кучуберия и был назначен новый вице-премьер, который будет курировать силовой блок теперь. Ваши сторонники говорят о том, что это грубое нарушение соглашения после ноябрьских событий 2024 года. Оппозиция говорит о том, что это не нарушение данного соглашения. Как вы прокомментируете это? Илана, знаете как? Давайте называть вещи своими именами. Я вообще не политик, я с этого начал. Я всегда любил говорить то, что как я думаю. И старался говорить всегда правду. Вот это вот соглашение, которое было подписано в ноябре, это было именно тем соглашением, которое не привело нас к той опасной черте, когда наш народ не поднял бы оружие друг против друга, чтобы не было гражданской войны. Вчера, по-моему, Адгур Ардзинба говорил о джентльменском соглашении. Есть джентльмены, нету джентльменов. Я хочу сказать, что при этом соглашении присутствовали люди, абхазцы, ветераны войны. Гарантом этого соглашения был парламент, также где присутствовали ветераны, герои войны, наши друзья, наши братья. И именно это соглашение было стабилизирующим фактором, чтобы наш народ не довести до необратимых последствий. И сегодня господин Ганба нагло и бесцеремонно сжигает мосты, которые нас могут привести к противостоянию. И я хочу еще добавить, ведь когда хотели назначить генпрокурора, тогда тоже оппозиция сказала, не нужно этого делать, потому что могут быть столкновения какие-то и шатания. Мы тогда тоже пошли на это, и тогда Бадр Зурабович был исполняющим обязанности президента, не спустил в парламент указ о том, чтобы на рассмотрение генпрокурора Агарба мы всегда выполняли все свои договоренности. Беслан Владимирович, сейчас очень много слухов вокруг Ахра Авицба, который решил поддержать ваш тандем на выборах президента. Говорят о том, что он зовет сюда некую ЧВК, о том, что с ним ездят вооруженные люди непонятного происхождения. Так как это ваш сторонник на этих выборах, прокомментируйте, пожалуйста, что вам известно. Ни о каком ЧВК нам не известно, и его тут нету. Здесь присутствует гражданин Абхазии, абхазец, герой Донбасса Ахра Авицба.
который всегда принимал участие во всех событиях нашей страны. Мало того, когда были ноябрьские события, он приходил и на площадь к администрации президента, там разговаривал с людьми. Вы знаете, мне непонятна та ситуация, которая произошла, когда несколько десятков вооруженных людей пришли ночью в дом, где находились женщины. У абхазцев же как вообще? Кто с оружием пришел, от оружия может и погибнуть. И я удивляюсь выдержке Ахры Авицба, который не допустил того, чтобы там пролилась кровь. Он сделал выдержку, чтобы из этой искры не возгорелось что-то. Он мог бы их не выпустить оттуда. Но он не пошел на поводу у провокаторов. И это недопустимо сегодня, чтобы в абхазский дом заходили вооруженные люди. В гости так не ходят. То есть данный инцидент, он все-таки имел место быть? Да, данный инцидент имел место быть. Это было, по-моему, позавчера. Мы об этом инциденте знаем, но надеюсь, что больше впредь такого не повторится. Недопустимо кому-то сегодня приходить ни к Ахре Авицба, ни к какому-то другому человеку с оружием в руках и что-то спрашивать. Если ты пришел в гости в дом, приди нормально, как это подобает каждому абхазцу. А вот в отношении этих людей, которые все говорят непонятного происхождения, это кто все-таки вот эти вооруженные люди, которые ездят с Ахрой? Это наши ребята, либо это все-таки какие-то приезжие? Я этих людей видел, там все ребята абхазцы. С кем я встречался, кого я видел. А что, мы можем запретить сегодня абхазцам приезжать к себе на родину и участвовать в событиях, которые происходят сегодня? Они обязаны были приехать. Каждый гражданин имеет право и должен отдать свой голос и принимать участие. Выборный процесс это или какой-то другой. И они свой гражданский долг выполняют, вернее. Сегодня разное говорят об этих людях, но эти люди сегодня, которые стоят на защите Донбасса, защищают также и наши интересы, интересы абхазского народа. И как можно о них что-то говорить? Те люди, которые сегодня о них что-то говорят, они в недавнем прошлом ездили туда и делали общие фотографии, выкладывали их в соцсети. Неужели это позволительно? Вот так вот сегодня к этому человеку и к этим людям вообще поступать и относиться. Беслан Владимирович, наше общество сильно разобщено. Разное говорят наши граждане, говорят о том, что в случае прихода вашей команды к власти вы будете назначать только своих сторонников, не будете никак сотрудничать с людьми с других штабов. Скажите, пожалуйста, в случае вашего прихода во власть, планируете ли вы объединять наше общество? Илана, вы знаете, я это и раньше комментировал на всех выступлениях. Это же можно спросить у людей, с кем я проработал все эти годы. Я никого никогда не преследовал по политическим убеждениям. Для меня самое главное, ответственное было, чтобы люди, которые работают, приносили пользу обществу, своему народу, своей стране. И в дальнейшем и у меня, и у Бадра Зурабовича именно такое мнение. Мы не можем отталкивать людей, в каком бы политическом лагере они ни были. Каждый же любит свою родину. Может быть, не больше меня или Бадра Зурабовича, но точно не меньше. Это я говорю, также отношусь и к тем людям, которые сегодня в команде оппозиции. Там достаточно трезвых людей, героев войны, тех людей, которые переживают за свою страну. Вполне достаточно. Ну, по тем или иным причинам мы оказались в разных политических лагерях. Но это не означает, что мы должны отказаться от этих людей, отвернуться от этих людей. Мы вместе, только вместе можем строить свою страну. Потому что, не дай бог, коснись чего-то завтра, если наши заингурские соседи вдруг у них в голове что-то перемкнет, и они решат как-то по-другому посмотреть в сторону Абхазии. Мы все вместе будем с этими людьми, все вместе будем стоять на защите и на страже нашей Родины. За это у меня к этим людям одинаковое отношение. Единственное, что я не приемлю, это оскорбления. Они не должны быть ни в чей адрес, ни в наш, ни еще в чью-то сторону. Потому что выборы сегодня закончатся, а завтра нам жить. И нам завтра вместе создавать и строить свою страну.
Я не могу не затронуть этот вопрос в ходе нашего интервью. Мы все являлись свидетелями того, как звучат угрозы в адрес некоторых граждан нашей республики, преимущественно армянского населения. Что вам известно об этом? Какие меры вы предпринимаете? Как вы вообще, в принципе, можете прокомментировать эту ситуацию? Вы знаете, поступают такие сигналы, что некоторые группы заезжают в армянские села и пытаются напугать население. Но сегодня не то время, чтобы пугать людей. И я уверен, что мы не должны делать так, чтобы заставлять кого-то голосовать за того или иного кандидата. Каждый человек имеет право отдать свой голос тому, кому он предпочитает. Мы же не строим рабскую страну, мы же строим нормальное цивилизованное общество. Неужели под дулом автомата или еще как-то можно переубедить человека? Это недопустимо. И мне, и Бадре Зурабовичу, и вообще в нашем штабе, неважно, кто за кого голосует, мы будем защищать каждого человека, каждого гражданина нашей страны. Ну, впереди у нас насыщенные 1,5 недели выборной гонки. Что вы пожелаете своим сторонникам, своим оппонентам, всем избирателям, всем гражданам? Я бы хотел обратиться к каждому гражданину, не бояться отдать свой голос. Вы живете у себя в стране, у себя дома. Идите, голосуйте смело. Мы живем в мирное время, нам не с кем воевать. Мы уже прошли этот тяжелый путь и не допустим, чтобы это повторилось. А всем пожелаю, конечно же, мирного, светлого неба. И всем сказать огромное спасибо, которые принимают участие в выборах. Я благодарю вас, Беслан Владимирович, за честный, открытый, порой эмоциональный разговор. Но, видимо, именно так вы сейчас себя ощущаете, именно так вы чувствуете эту ситуацию. Спасибо вам еще раз. Я желаю нам всем хороших новостей.